Зерафима, здравствуйте, Хибла. Сегодня мы с вами, обычно у нас более радостные, интересные поводы общаться, но сегодня именно повод — это заявление, которое сделала МИД ФРГ. И вот для начала я хотела бы спросить, есть ли в этом что-то новое, да, то есть что-то прям того, чего не было раньше, так ли раньше призывал МИД ФРГ ездить в Абхазию или Южную Осетию? Вот хотелось бы, чтобы вы это прояснили. Тарифа. Здравствуйте. Да, мы знаем о том, что частично и до этого появлялись различного рода такие сообщения касательно нашей республики, Республики Южная Осетия, предупреждения, не въезжать, избегать поездок и так далее. На сайте Министерства иностранных дел ФРГ существует такой периодически обновляемый раздел, где все горячие точки, все опасные места для путешествия обозначаются всегда. И существуют разные степени опасности. Там не рекомендуется. А вот сейчас мы находимся в категории «настоятельно не рекомендуется». Да, это, конечно, нехорошо сказывается на общем имидже республики, ясно. Нам просто стало понятно, наглядным примером энциклопедическим можно считать такие явления в плане осуществления, проведения в жизни политики двойных стандартов. И вот такие примеры нам показывают наглядно отношение к нам. И, то есть одни республики, находящиеся в таком же фактическом положении, как и мы, они признаются, другим, вот к другим такое отношение, то есть даже не рекомендуются поездки туда. Это все продолжение вот той же политики, которая не является для нас новой. Как это может отразиться в реальной жизни? Прежде всего, все гуманитарные, культурно-гуманитарные и бизнес-проекты и другие какие-то планы, естественно, они этим самым не способствуют их продвижению. А вот те люди, которые хотят ехать в Абхазию, будь то русскоязычная диаспора, наша абхазская диаспора, немцы и другие представители других национальностей, они каждый раз перед поездкой в Абхазию стараются связаться с нами, задают вопрос, действительно, какая там ситуация, какое положение и настолько ли это опасно. Конечно, мы их информируем всегда, и теперь вот в связи с тем, что вот степень как бы риска поездок в нашей республике как бы повышена, мы теперь должны вдвойне информировать их больше и стараться доносить реальную информацию, что действительно вот никакой опасности нет, что там можно осуществлять какие-то проекты, просто как туристам ехать в эти республики. И журналисты спрашивают, могу ли я там, например, ходить вообще с микрофоном, с камерой, разрешается ли это. То есть до того эта информация искажает реальное положение дел в Абхазии. Поэтому, конечно, теперь вот наша задача заключается в том, чтобы больше информировать и больше стараться доносить вот эту правдивую информацию. Вот, что касается диаспоры, конечно, они в курсе, что в Абхазию можно ездить. И все-таки перед тем, как поехать, каждый раз они ставят такие вопросы, что изменилось, как сейчас положение дел. Ну, мы, конечно, их информируем всегда. То есть правильно ли я понимаю, что, на ваш взгляд, главный принцип противодействия всему этому — это просто предоставление другого рода информации, да, информирование? Как еще возможно? Да, несомненно, это предоставление такого рода информации, распространение. Может быть, вот такая идея у меня возникла, может быть, нам на официальных наших сайтах и на разных ресурсах в соцсетях как-то больше распространять информацию, которая опровергает
вот такие сообщения, которые дают официальные структуры. Ну, мы знаем, что периодически появляются какие-то статьи. Вот буквально 6 марта появилась статья в одном из ведущих немецких издательств и медиахолдингов, и на их веб-сайте тоже, что вот о выступлении нашего министра иностранных дел, причем заголовок говорит, представляет его как грузинского сепаратиста. Этим самым мы можем увидеть, насколько искаженно подается информация, и в этом плане, конечно, к сожалению, вот мы наблюдаем постоянно вот такую политику двойных стандартов. Хибла, еще очень интересно, как это все воспринимается, например, в среде молодежи. Я знаю, что вы преподаете, да, вот есть ли к этому вопрос вообще в Абхазии, вот что происходит, то есть есть ли какой-то живой интерес о том, чтобы узнать действительность, а не то, что люди могут там прочитать на сайтах или на официальном сайте того же МИД, ФРГ, я имею в виду. Да, студенты интересуются, и их преподаватели интересуются. Было несколько лекций на факультете политологии по приглашению университета, Свободного университета Берлина. И там я могу привести как пример студенты-политологи. Естественно, им хочется для написания курсовых работ, дипломных работ и так далее посетить эти республики и именно на тему своих работ, чем они занимаются. И, в принципе, вот этот вопрос задавался всегда. Можем ли мы действительно поехать туда? А как нам туда ехать, если вот Министерство иностранных дел официально на своем сайте предупреждает не делать этого? Вот, естественно, я им объяснила реальное положение дел, что немало туристов из Германии тоже приезжает, посещает Абхазию, и что это такой известный уголок, райский уголок земли, который всегда можно посетить просто так, и как турист, и как студент, и с другими какими-то гуманитарными проектами, в качестве обмена, с любой такой целью, что там нет такого, что прям невозможно передвигаться или что какие-то помехи существуют для того, чтобы получать информацию. То есть создается такое нехорошее впечатление, что это такой регион, куда просто опасно ездить. И вот этой информации, конечно, надо всегда противостоять. Да, что, в принципе, еще очень бьет по нашему имиджу, особенно даже тот момент, что все это указано в статье терроризм, да, вот насколько это тоже верная информация. Несомненно, это прежде всего вот цель этой информации такова, вот просто подпортить имидж республики. Ну, республика не такая большая, но она очень известна, и в информационном плане, конечно, нам стоит дальше очень интенсивно работать в этом плане, чтобы не было препятствий, чтобы люди могли к нам ездить. Когда создаются такие ситуации, я часто вспоминаю цитату нашего Искандера, когда он говорит о том, что именно потому, что живая жизнь все время движется и меняется, нам нужен ориентир алмазной прочности. А это и есть правда. Вот правду нам надо доносить до всех каждый день. Понятно. Хибла, большое спасибо, что связались с нами, ответили на наши вопросы и немного прояснили ситуацию. Благодарим вас.